Добрый вечер. Время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман». Новоназначенный директор заповедника Херсонес-Таврический протоиерей Сергей Халюта официально сложил свои полномочия. Священник был назначен директором национального заповедника решением губернатора Севастополя Сергея Миняйла на прошлой неделе. Против этого решения выступили научные сотрудники Херсонеса. Сегодня они хотели организовать митинг протеста, однако из-за самоотвода протоиерея митинг отменили. Скандал действительно разгорелся большой и дошел до Москвы, и поэтому сегодня Севастополь, в частности, музей-заповедник Херсонес-Таврический, посетил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. Он встретился с руководством музея-заповедника. Встреча была при закрытых дверях. Конечно, перед тем, как Мединский появился с отцом и Сергием, сотрудники музея не строили иллюзий, они думали, что его так и оставят на этой должности и что менять не будут. Однако Мединский сообщил, что Халюта снял полномочия с себя, цитата: «С учетом той ситуации, которая сложилась, отец Сергий, как человек совершенно неамбициозный, далекий от честолюбивых притязаний, принял решение, как бы правильно сказать, но это даже нельзя сказать, сложил полномочия, принял решение сделать шаг в сторону, чтобы мы имели возможность предложить губернатору нейтральную третью кандидатуру для обеспечения эффективного переходного периода передачи музея в федеральное подчинение. Этот переход займет несколько месяцев», сказал Мединский. После этого собравшиеся сотрудники музея-заповедника зааплодировали, ну и поблагодарили его за столь мудрое решение. После Мединского выступил отец Сергий. Он также поблагодарил сотрудников музея-заповедника за совместную работу, потому как храм и музей, они сотрудничают. Сказал, что очень ему и помогли, и в то же время он сделал для себя выводы и решил снять свою кандидатуру и заниматься уже непосредственно своей работой, своими обязанностями. Вместо основного предмета – факультатив. Крымские школы находят причины, чтобы не ставить крымско-татарский язык и литературу в основную программу обучения. Об этом шла речь на заседании отдела образования Меджлиса крымско-татарского народа. Крымско-татарские общественные работники, учителя школ, преподаватели вузов отмечают, что в этом виноваты и родители, которые не знают, как правильно реализовать право ребенка на изучение родного языка. Несмотря на то, что крымско-татарский наравне с русским и украинским язык государственный, обучение на нем ставится в зависимость от некого предела возможностей нынешней системы образования Крыма. То не хватает учебников, то учителей. Хотя по закону предусмотрено, что на родной язык и литературу в качестве предмета отводится до 3 академических часов в неделю. Администрации школ находят причины, чтобы сократить часы от 1 до 2 и сделать обучение факультативным. Жалобы на такие решения школ поступают в Меджлис со всех регионов Крыма. Наша задача – изучить проблему, связанную с сокращением часов обучения крымско-татарского, а также ознакомиться с общим положением крымско-татарского языка. Также отдельно мы мониторим ситуацию в национальных школах. Дальше мы пытаемся найти решение многим подобным ситуациям. Ну а если таковые проблемы есть, мы собираем все эти данные, а дальше будем ставить их на рассмотрение в Министерство образования Крыма. До 1 июня 2015 года в образовательных учреждениях Крыма шел активный процесс предварительного формирования учебных планов. Но и до 10 сентября еще не поздно подать заявление на изучение родного языка. Как отмечают общественники, многие родители не знают, как правильно реализовать право своих детей и как действовать в ситуации, когда администрация школы отказывает им в реализации этого права. Для таких родителей Меджлис подготовил специальные памятки. Вот, ссылаясь на российское законодательство, на что мы имеем право. Например, открыть национальный класс или национальную школу, или создать национальную группу в детском саду, или изучать крымско-татарский как предмет, а не факультативно. Общественники обсудили и создание национальных классов, которые должны открываться не только в школах, но и в детских садах. По словам учителя 2-й Кольчугинской школы Абдулы Асанова, и в этой ситуации многое зависит от родителей. Мы, учителя, хотим, но когда доходит до власти, неясно, как дальше.
По закону у нас есть огромные возможности. Но если мы будем все сваливать на учителей, у учителей не так много возможностей, как у родителей. Члены Меджлиса и общественники решили создать координационную группу, которая ежемесячно будет выезжать в районы Крыма и изучать проблемы обучения на родном языке. Нужно как-то скоординировать работу этого комитета. Он должен выезжать в села, поселки, и с помощью этих комитетов нам будет легче изучать проблемы. В состав этой группы вошли член Меджлиса Шевкет Кайбулаев, учитель 4-й Симферопольской школы Гульнара Фивзи, а также пресс-секретарь Меджлиса Лютфия Алиева. Следующее собрание планируют провести перед началом учебного года, ну а затем на основе жалоб и предложений провести собрание с представителями Министерства образования. В список экс-депутатов Верховной Рады Крыма, подозреваемых прокуратурой АРК в государственной измене и объявленных в розыск, попали те, кто не принимал участие в тех заседаниях Крымского парламента, которые привели к изменению границ территории Украины. Среди них экс-члены депутатской фракции Курултай-Рух Энвер Абдураимов и Сафурека Джаметова. Список, опубликованный Центром журналистских расследований, вызвал у них шок. У меня был шок. В то время... Все знают, у меня была травма ноги, и на последнее заседание Верховной Рады я не ходила. У нас был председатель фракции, мы с ним связывались. Было принято решение на фракции не участвовать в последнем заседании. А после всего этого вдруг меня объявить розыск уму непостижимо. Я связалась с Рифатом Чубаровым, ведь он же председатель нашей фракции. Он даже не в курсе. Даже он пока не в курсе. Сейчас он знакомится, и потом созвонимся. Он сказал, что предпримем меры. Так получилось, что по причине здоровья я не поехала на конгресс. И вот теперь представьте ситуацию, вот из-за этого идиотизма, что бы было бы на границе, когда бы я возвращалась. К тому же недавно после операции. У меня шок. В минувшие выходные в Крыму горел «Артек». Огонь на окраине Международного детского центра вспыхнул около 9 вечера, сообщает Главное управление МЧС России по Крыму. По их данным, загорелся мусор, который оставили у забора рабочие после уборки территории. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Ранее пресс-служба детского центра отрицала информацию о пожаре на территории лагеря. А российские власти Крыма сначала скрывали факт возгорания, а теперь говорят о меньших масштабах. Крымская самооборона требует вернуть смертную казнь в России. Об этом говорится в заявлении организации по поводу резонансного убийства в Нижнем Новгороде. В частности, представители так называемого народного ополчения Крыма возмущены тем, что государство тратит на содержание преступников огромные деньги. Позавчера в России были найдены расчлененные останки 6 детей и их беременной матери. Подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался отец детей и муж убитой женщины. Керченская переправа может прекратить работу на 2 дня. Морская дирекция, которая курирует работу Керченской паромной переправы, сообщает, что с 6 по 8 августа в районе Керченского пролива прогнозируется ухудшение погодных условий. Вчера в ведомстве сообщали, что время ожидания на Керченской переправе сократилось с 6 до 4 часов. Россия в этом году сократила расходы на финансирование строительства моста через Керченский пролив с 54,4 до 48 миллиардов 900 миллионов рублей. Объемы финансирования строительства моста на 2017-2019 годы не меняются. В 2017 году составят 60 миллиардов, в 2018 – 40,8 миллиарда рублей, а в 2019 году – 13 миллиардов рублей. Как известно, в мае текущего года на окраине Керчи вроде начались работы по строительству моста. Введение моста в эксплуатацию и завершение госконтракта запланированы на лето 2019 года. Несмотря на запрет спикера российской администрации Крыма, на полуострове устанавливают англоязычные указатели. В частности, таблички с надписями на русском и английском языках появились не только у туристических объектов и местных достопримечательностях, но и у парков и у мест отдыха полуострова.
прошлом году, в июне, Владимир Константинов требовал запретить использование англоязычных дорожных указателей на территории полуострова. Он заявил, что англичанам здесь делать нечего. С прошлого года в Крыму идет замена дорожных знаков на украинском языке. Уважаемый Владимир Андреевич, прошу вас дать команду начать демонтаж старого знака и установки нового. Все, команду даю. Пищевой рынок в Ялте реконструируют через год. На днях 200 недовольных предпринимателей пикетировали здание российской городской администрации, где требовали отменить запланированный демонтаж их рабочих мест. Реконструкция должна начаться 1 октября нынешнего года и продолжаться 8,5 месяцев. После трехсторонней встречи договорились начать ее 31 декабря 2016 при условии наличия у владельца рынка всех разрешительных документов. Война, которая как две капли воды похожа на события в Украине. 8 августа исполняется 7 лет со дня начала российско-грузинского конфликта. Тогда из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных грузинские войска вошли в Цхинвал. Война длилась 5 дней и унесла несколько сотен жизней. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли столицу Южной Осетии, город Цхинвал. Москва тогда заявила, что должна защищать жителей республики, многие из которых получили российское гражданство, и ввела в Южную Осетию свои войска. Тогда психолог Шотаки Далашвили, не раздумывая, пошел защищать свою родину Грузию. Сейчас, уже как профессиональный военный, в составе грузинского легиона больше года воюет в Украине. У нас один враг. Мы это очень хорошо осознаем. Вот. И где у тебя есть возможность, чтобы сражаться с врагом, если у тебя хватает мужества, ты идешь, берешь оружие и воюешь против врага. Таких, как он, грузинских добровольцев на Донбассе несколько сотен. Мы выходили вместе с украинцами из Дебальцева. И сейчас ротации были в Луганской области. Год назад у Шота в АТО погиб лучший друг. Родственники и друзья уговаривают его вернуться домой. Однако он говорит, вернется только после победы. Мама, которая уже в возрасте, переживает. Я верю, что мы победим. Потому что честное слово всегда побеждает. Потому что правильные люди всегда побеждают. Мы воюем сейчас против зла, да, скажем. Так что я думаю, что победим обязательно. Победа за нами. Официально родина Шота, Грузия, поддерживает Украину. Грузинское правительство хорошо знает, что такое северный сосед. У нас 4 соседа. Азербайджан, Армения, Турция и Россия. С 3 государствами у нас проблем нет. Живем дружно и с Турцией, и с Арменией, и Азербайджаном. С Россией проблема 25 лет. Никак мы не можем, понимаете... То есть страна превратилась, ни себе жизнь не дает, ни другим. Даже после 7 лет Россия своих обязательств, которые были достигнуты после конфликта, не выполнила. В Южной Осетии до сих пор находятся российские военные базы. То, что мы проходили, вы сейчас проходите, и мы это понимаем. Конечно, в случае Крыма это было новое, я это ноу-хау называю России, потому что зеленый человек, потому что Россия уже после войны в августе в Грузии, она серьезно подготовила случай Украины. Большинство стран мира до сих пор не признали Южную Осетию и Абхазию суверенными государствами. Это сделали лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру. Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил обе закавказские республики оккупированными территориями. Наталья Калинка, Олег Козыкин, Заман, АТР. Александр Лукашенко назвал тезис «русский мир» глупостью. Вчера президент Беларуси дал интервью 3 независимым СМИ – «Радио Свобода», «Еврорадио» и «Тут.бай». В частности, Лукашенко ответил на вопросы об угрозах так называемого русского мира для Беларуси. Это насторожило наших людей. И неправда, что тут вот мы за русский мир. Я не понимаю, что такое русский мир. Вы тем более, а наш народ вообще не понимает, какой русский мир. Тогда можно сказать о белорусском, украинском каком-то мире, да? Это что, противостояние миров какое-то? Поэтому вот это надуманное
если не сказать больше, глупая какая-то подстава, тезис какой-то. Я не думаю, что он у белорусов нашел какую-то поддержку. На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами.